Я начал думать о том, что я просто начинаю выстраивать как бы вот так, чтобы это было понятно в любом случае. В идеале, наверное, это должно быть так, что даже не зная языка, ты все равно догадываешься, что там происходит. Тем более, что там происходит, в общем, не такие сложные вещи, да, достаточно такие ребенку понятные. Вот. И это как бы интересно. Я сначала очень переживал по этому поводу и не знал, что делать, но потом подумал, это же хороший тренинг. Первый эскиз, на мой взгляд, он получился такой наиболее адекватен, что ли, вот понимание современного человека, что такое сегодня может быть как бы национальный эпос, да. И здесь выбран такой театральный, яркий язык, который на самом деле может быть как маленькому ребенку понятен, так и взрослому. Я играл его очень такого открытого, миролюбивого, очень доброго человека, который всегда готов помочь даже тем людям, которые вот ему даже в лицо говорят, что ты такой, несмотря ни на что, он говорит, все равно с распростертыми руками он может сказать, ладно, ничего страшного, вот такой, очень открытый, не знаю, потому что в наше время, я думаю, таких людей очень мало. Тут какие-то вещи, они намеренно сделаны. Тут, видите, на самом деле зрительское восприятие, оно очень разное. Для кого-то что-то работает, для кого-то что-то не работает. Но мне кажется, формат лаборатории, он предполагает именно как бы смещение, некий слом каких-то вещей, к которым ты привык. Можно насколько угодно рассуждать, как хочет это сделать режиссер, и все начинают как бы додумывать что-то. Но уверяю вас, что режиссер знает лучше, в любом случае нас всех, что он хотел этим сказать. И то, что он хотел этим сказать, это интересно. Когда возникло, когда пришли все, и мы что-то попробовали, то есть у меня тоже начались какие-то свои фантазии по этому поводу. Ты сама по себе юрта, и это попытка этого аутентичного пространства, но она тоже как-то запросила и людей с историей, да, то есть, как-то несущих в себе тоже какой-то свой опыт жизненный и какую-то свою личную историю. Я благодарна Елене за то, что все-таки она доверилась и с какой-то теплотой и любовью отнеслась вообще к нам, как к артистам, как к нации, как к нашему театру. И находясь в этой юрте, как будто проживаешь отдельную жизнь от театра. Казалось бы, во дворе театра, но в этой юрте мы были, принадлежали сами себе. Диалект иркутский, не всем был он понятен. Мне было легко, потому что мой все-таки баргузинский диалект очень схожий. И я прямо чувствовала себя легко.